между Кыргызской Республикой Алина Ильхама Гейдаровны, президента Азербайджанской Республики. Хотел бы поблагодарить за приглашение посетить братский Кыргызстан с государственным визитом, за гостеприимство, оказанное мне и членам делегации. Выражаю искреннюю благодарность президенту Киргизской Республики, уважаемому Садыр Нургаджаевичу, за особое внимание и радушный прием нашей делегации древней неповторимой Чолпан-Ате. Прежде всего, хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Миромоновичу Мирзиёеву. Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые члены азербайджанской делегации, искренне рад приветствовать вас на берегу нашей жемчужины озера Исыкуль. Выражаю признательность за принятие моего приглашения посетить Кыргызстан с государственным визитом. В Кыргызстане вас уважают как лидера братского Азербайджана и дорогого друга кыргызского народа. Под вашим руководством Азербайджан уверенно развивается, укрепляет свои позиции на международной арене и играет важную роль в обеспечении мира и стабильности в регионе. Сегодня страна демонстрирует впечатляющие результаты, последовательно реализует масштабные преобразования и твердо отстаивает свои национальные интересы. Современные достижения опираются на прочный фундамент, заложенный общенациональным лидером азербайджанского народа, вашим отцом, уважаемым Гейдаром Алирза Углу. Продолжается этот созидательный путь. Вы обеспечиваете дальнейшее развитие страны и укрепление ее роли в региональных и международных процессах. Кыргызстан и Азербайджан объединяют исторические корни и духовная близость. Наши ценности находят отражение и в богатом культурном наследии двух народов. Как мудро отмечал великий Низами Гянджеви, каждый обретенный друг является даром небес. С особой гордостью хотел бы отметить, что Кыргызстан и Азербайджан обрели друг в друге надежных друзей. Уважаемый Ильхам Гейдарович, ваш визит еще раз подтверждает особый характер кыргызско-азербайджанских отношений. Мы вступаем в новый этап развития двустороннего взаимодействия, основанного на прочном фундаменте дружбы и обоюдного уважения. Между Кыргызстаном и Азербайджаном нет нерешенных вопросов, которые могли бы препятствовать развитию нашего стратегического партнерства. Напротив, сложилась атмосфера полного доверия и открытости, позволяющая уверенно двигаться вперед. Именно в такой атмосфере рождаются важные принципы, инициативы и принимаются решения, определяющие будущее двустороннего сотрудничества. Особенно важно, что все достигнутые договоренности строятся на искреннем стремлении к совместному развитию и достижению общих целей. Кыргызско-азербайджанское сотрудничество имеет значительный потенциал для дальнейшего расширения взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, инвестиций, безопасности, образования и других направлениях. Рассчитываю, что сегодняшние переговоры пройдут в традиционно доверительной и конструктивной атмосфере. По итогам переговоров будут достигнуты важные договоренности, направленные на дальнейшее развитие двусторонних связей. Их последовательная реализация станет вкладом в достижение нашей общей цели – повышения благосостояния братских народов Кыргызстана и Азербайджана. Главным же политическим итогом станет подписание договора о союзнических отношениях. Еще раз сердечно приветствую вас, уважаемый Ильхам Гейдарович, и всю азербайджанскую делегацию на гостеприимной кыргызской земле.
Уважаемый Ильхам Гейдарович, уважаемые представители средств массовой информации, сегодня мы с большим удовольствием приветствуем на гостеприимной кыргызской земле президента Азербайджана, уважаемого Ильхама Гейдаровича и членов азербайджанской делегации. Благодарю вас за принятие моего приглашения посетить Кыргызскую республику с государственным визитом. Уверен, что этот визит придаст новый импульс дальнейшему укреплению наших братских отношений. Кыргызстан и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга и успешно координируют подходы по вопросам, представляющим взаимный интерес. С удовлетворением отмечаю, что политический диалог между Кыргызстаном и Азербайджаном сегодня находится на самом высоком уровне. Регулярные контакты и взаимное доверие создают прочную основу для дальнейшего укрепления установленных сегодня союзнических отношений. Мы с господином президентом провели обстоятельные и доверительные переговоры по всему комплексу вопросов кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Под нашим председательством состоялось третье заседание Межгосударственного совета и подписан протокол. Заслушали информацию о реализации решений Совета и обсудили ход выполнения совместных инициатив, включая деятельность Азербайджано-Кыргызского фонда развития. Рассмотрели ключевые направления двустороннего взаимодействия и определили дальнейшие шаги по развитию нашего партнерства. Важным итогом сегодняшних переговоров стало подписание договора о союзнических отношениях. Это поистине историческое событие, знаменует новый этап кыргызско-азербайджанского сотрудничества. Кроме того, подписан солидный пакет двусторонних документов, охватывающих сферы энергетики, транспорта, кибербезопасности, образования, регулирования финансового рынка, а также обращения драгоценных металлов. Отметили поступательное развитие торгово-экономического взаимодействия и устойчивый рост взаимного товарооборота. Договорились и далее создавать благоприятные условия для расширения деловых связей, реализации совместных инвестиционных проектов. Сегодня в рамках деятельности Азербайджано-Кыргызского фонда развития состоялось открытие трех совместных проектов и дан старт реализации 8 инициатив. Особое внимание уделили вопросам развития транспортных коридоров и эффективного использования транзитного потенциала наших стран. Отметили важную роль Азербайджана как одного из ключевого звена среднего коридора, соединяющего Центральную Азию с европейскими рынками. Также обсудили перспективные направления сотрудничества в энергетической сфере и возможности реализации совместных проектов. Сегодня состоится торжественное открытие первого пятизвездного отеля на берегу озера Сикуль, построенного азербайджанской стороной. Уверен, что данный проект станет еще одним символом крепкой дружбы между нашими народами и внесет значительный вклад в развитие туристического потенциала. Отдельно хотел бы отметить наше эффективное взаимодействие в рамках международных организаций. Пригласил уважаемого Ильхама Гейдаровича принять участие в торжественной церемонии открытия 6-х Всемирных игр кочевников, предстоящем саммите ШОС+, а также во втором глобальном горном саммите Бишкек +25, который состоится 21-23 октября 2027 года в Бишкеке. В завершение хотел бы выразить удовлетворение итогами сегодняшних переговоров. Уважаемый Ильхам Гейдарович, признателен вам за содержательный обмен мнениями, личное внимание к развитию кыргызско-азербайджанских отношений и неизменную приверженность укреплению дружбы между нашими народами. Достигнутые договоренности подтверждают обоюдное стремление Кыргызстана и Азербайджана к дальнейшему углублению союзнических отношений. Уважаемый Садыр Нургаджаевич, уважаемые журналисты, выражаю искреннюю благодарность президенту Киргизской республики, уважаемому Садыр Нургаджаевичу, за особое внимание и радушный прием нашей делегации древней неповторимой Чолпан-Ате. Мы с каждой минуты пребывания мы чувствуем, какое отношение к нашей делегации. Я особенно благодарен такой теплый, радушный, неповторимым Чолпан-Ате. Какой сегодня воздух? Смотрите, сегодня мы историю делаем. История
и природа нас поддерживает, что вот союзнические отношения, орден, это все история останется на веки веков. Так что, уважаемые представители средств массовой информации, сегодня мы являемся свидетелями, я уже это неоднократно отмечал, динамичного развития братского Кыргызстана. В стране обеспечивается устойчивый рост экономики и благосостояние народа. Вводятся новые объекты. Я тоже сюда приезжал не один раз, но таких объектов мы не видели, таких кранов высотных мы не видели. Это все говорит о созидательной работе нового Киргизстана. И я еще раз хочу сказать, мы радуемся и гордимся, что я всегда говорю, когда наш сосед сильный Кыргызстан, нам это вдвойне приятнее. Вводятся новые объекты, успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты. Пользуясь случаем, хочу еще раз поздравить братский Киргизстан с избранием непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Это большой дипломатический успех Киргизстана. Это кто понимает, тот понимает. Я думаю, это большой успех, и мы еще раз поздравляем с этим. Это стало признанием растущего авторитета страны и голоса всей Центральной Азии. Я еще раз искренне этим хочу поздравить. Подчеркну, что Узбекистан готов впредь всесторонне поддерживать программы реформ в Кыргызстане. К нынешнему визиту была проделана огромная, серьезная подготовительная работа. Плодотворно прошли заседания межправкомиссии, бизнес-форума, встречи ректоров, аналитиков, Дни культуры Узбекистана. Кыргызстан является нашим ближайшим соседом и испытанным временем партнером. Нас связывают глубокие исторические корни, многовековая дружба и общие ценности. В ходе конструктивных переговоров мы обстоятельно обсудили весь спектр наших многогранных отношений. По всем, не спеша, и в узком, и расширенном мы прошлись. Я еще раз хочу сказать, получена была очень серьезная подготовительная работа по всем направлениям. И два президента, я знаю, как Садыр Нургаджаевич готовился, и я тоже, раскрою секрет, очень серьезно готовились и держали на самом высоком уровне. У нас единая благородная цель еще более сблизить наши братские народы. Важнейшим итогом нынешнего визита, как уже Садыр Нургаджаевич отметил, стало подписание договора о союзнических отношениях. Это означает выход нашего партнерства на совершенно новый, высший уровень межгосударственного взаимодействия. Теперь главная задача – наполнить сотрудничество новым содержанием, проектами и инициативами, которые будут служить прогрессу и благополучию наших стран и народов. Мы также договорились создать Межгоссовет под руководством президентов. Это новая форма правления, и я думаю, что пройдет немного времени, она даст свои хорошие результаты. Будем углублять диалог и поддерживать инициативы друг друга в рамках региональных и международных площадок. Мы обоюдно подчеркнули важность формирования новой экономической повестки сотрудничества. За последние годы взаимный товарооборот увеличился почти в 10 раз. Не было таких результатов у нас. По итогам прошлого года впервые в истории превысил 1,2 миллиарда долларов. С учетом такой динамики мы поставили с Садыром Нургаджаевичем задачу уже в следующем году довести объем до 3 миллиардов долларов. Это большая цифра. Я специально это написал, чтобы моя команда знала, что не 30-й год, это цель надо на следующий год 2, а в ближайшие годы довести до 3 миллиардов долларов, потому что мы заложили хорошую почву во многих стратегических направлениях нашего сотрудничества. Подробно обсудили новые точки роста промышленной кооперации в отраслях, где наши экономики дополняют друг друга. В рамках прошедшего накануне бизнес-форума согласованы новые проекты в сфере энергетики, электротехники, фармацевтики, сельского хозяйства и текстильной отрасли. Кроме того, наметили конкретные планы совместной добычи сырьевых ресурсов. Для поддержки таких проектов условились эффективно задействовать потенциал совместного фонда развития. Приоритетное внимание уделили вопросам транспорта и туризма. С удовлетворением отметили продвижение проекта железной дороги Китай, Кыргызстан и Узбекистан.
Будем вместе развивать торговую логистическую инфраструктуру вдоль этой магистрали, активно внедрять цифровые решения в торговые и транспортные процедуры, создавать благоприятные условия для автоперевозчиков. Отдельно обсудили сотрудничество в водно-энергетической сфере. Продолжим конструктивное взаимодействие в сфере рационального использования трансграничных водных ресурсов. Договорились ускорить подписание соглашения по Камбаратийской гидроэлектростанции. Подчеркнули необходимость активного использования потенциала наших регионов. До конца года проведем в Узбекистане первый форум регионов в новом формате. Я сказал, что если мы регионам будем не мешать, не будем мешать, результат будет в 2 раза больше, чем мы договорились. Так что я, как бывший губернатор, знаю, что когда нам не мешает, нам помощь не нужна, нам только нужно дать поручение, и мы решали. Я думаю, вот первый форум, который будет в Узбекистане, это будет заложить хорошую почву. Это очень востребованный механизм, и она, я знаю, что дает реальные результаты. Будем продолжать активные обмены в сфере культуры, молодежи, образования и туризма. В 2025 году также планируем широко отметить 100-летие со дня рождения великого сына киргизского народа Чингиза Айтматова. Мы всегда отмечаем, очень хорошо принимаем отдельные решения президента страны, а к 100-летию мы будем очень серьезно готовиться. Я с удовлетворением все то, что пригласил Садыр Нургаджаевич на большие мероприятия ШОС и игры кочевников, обязательно буду присутствовать и примем активное участие, будем всячески поддерживать. Отдельное внимание уделили вопросам устойчивого развития в Центральной Азии. Завтра мы вместе примем участие в неформальной консультативной встрече глав Центральной Азии и Азербайджана. Уверен, что итоги будут способствовать продвижению наших интересов, наших стран. Дорогие друзья, я глубоко удовлетворен. На самом деле, я еще раз хочу сказать, что мы очень скрупулезно готовились, и результат уже виден, что я удовлетворен нашими договоренностями, результатами наших продуктивных переговоров. Благодарю Садыр Нургаджаевич за поддержку всех наших предложений. Убежден, что сегодняшние договоренности будут служить дальнейшему укреплению дружбы, добрососедства и союзничества между нашими братскими народами. В завершение хочу сообщить вам, что с большим удовлетворением пригласил Садыр Нургаджаевича посетить Узбекистан для продолжения нашего диалога в любое удобное время. Благодарю за внимание. Уважаемый Садыр Нургаджаевич, дорогие друзья, в первую очередь хотел бы поблагодарить за приглашение посетить братский Кыргызстан с государственным визитом, за гостеприимство, оказанное мне и членам делегации. Я не первый раз нахожусь в этом прекрасном месте, но по своему опыту могу сказать, что очень впечатлен тем развитием, которое под вашим руководством осуществляется не только в этом регионе, но и по всей стране. Хотел бы в первую очередь поздравить вас и весь братский народ Кыргызстана с значительными успехами в социально-экономическом развитии, в укреплении экономического потенциала страны, повышении роли в международных делах. Мы, как ваши друзья, братья, всегда радуемся вашим успехам. И результаты вашей деятельности отчетливо видны и в строительном секторе, и в секторе финансовом, наполнении бюджета, который дает возможность и расходовать средства на благо народа и страны. И это у нас вызывает чувство радости, потому что мы друзья, братья, наши народы связывают общие корни, и успех братской страны мы рассматриваем как наш успех. Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов.
Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана. Я также рад, как успешно развиваются наши связи в гуманитарной сфере. Ни культуры Кыргызстана в Азербайджане, ни Азербайджана в Кыргызстане, которые были проведены в недавнем прошлом, еще раз показали, насколько богата наша культура и насколько востребованы такие мероприятия, которые раскрывают более полно и творческий потенциал наших народов. Вы отметили сотрудничество в разных сферах. Я, конечно, уверен, что по всем направлениям будут достигнуты все цели, которые мы определили. Я рад, что Кыргызско-Азербайджанский фонд успешно функционирует. Мы приняли решение об увеличении средств фонда, и уже реализуется несколько проектов. Я уверен, что по мере развития деятельности фонда количество проектов будет расти, это будет служить общим целям. Также рад тому, что Азербайджан принял участие и в инфраструктурном развитии туризма. Иссык-Куля, пятизвездочный отель Баку сегодня вместе с коллегами мы откроем. Это также демонстрация дружеских, братских отношений, а также и небольшой вклад Азербайджана в развитие туристического потенциала Иссык-Куля. То, что вчера мне удалось увидеть, когда мы с вами ехали вместе из аэропорта, очень впечатляет. И строительство, и инфраструктурные проекты. И вчера мы вместе посетили территорию, где созданы условия для игры в гольф. Это условия международного уровня. И хотел бы поздравить вас с этими достижениями. И чувствуется во всем именно ваша личная приверженность к народу, к стране, стремление ускорить развитие, и вам это удается. Мы этому искренне рады. Ну и, конечно, вы уже отметили, мы повышаем уровень наших отношений до союзнического. Это высший уровень взаимодействия. Это отражает и характер, и дух наших отношений. Еще раз благодарю за гостеприимство и уверен, что результаты моего государственного визита послужат дальнейшему укреплению наших братских связей. Спасибо. Уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые представители средств массовой информации, прежде всего хотел бы выразить искреннюю признательность президенту Республики Узбекистан, уважаемому Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву, за принятое приглашение посетить Кыргызскую республику с государственным визитом. Сегодня мы с господином президентом провели содержательные и доверительные переговоры. Обстоятельно рассмотрели весь комплекс кыргызско-узбекского взаимодействия от политики и безопасности до экономики, транспорта, энергетики, приграничного сотрудничества, культурных и гуманитарных связей. Высоко оценили развитие двустороннего взаимодействия, которое развивается на основе взаимного уважения, добрососедства и стратегического партнерства. С удовлетворением отметили разрешение всех чувствительных вопросов двусторонней повестки сотрудничества и начало нового этапа взаимоотношений между Кыргызстаном и Узбекистаном. Нами созданы все условия для дальнейшего расширения сотрудничества по всем направлениям взаимного интереса. Несомненно, ключевым итогом нынешнего визита стало подписание договора о союзнических отношениях между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан. Это действительно историческое решение. Оно закрепляет достигнутый уровень доверия, придает нашим отношениям новую политику, правовую основу и открывает долгосрочную повестку совместного развития.
подтвердили главное: Кыргызстан и Узбекистан намерены и далее идти вперед как близкие соседи, союзники и стратегические партнеры. Для практической реализации достигнутых договоренностей мы учредили Высший межгосударственный совет. Особое внимание также уделили торгово-экономическим связям. Высоко оценили итоги 12-го заседания Межправительственной комиссии, Кыргызско-узбекского бизнес-форума и заседания делового совета. Мы поставили перед правительствами новые амбициозные задачи. Наша общая цель – повысить благосостояние народов. Договорились придать дополнительную динамику деятельности Узбекско-Кыргызского фонда развития. Расширять финансирование совместных проектов, поддерживать инициативы регионов и формировать более благоприятные условия для бизнеса. Подтверждена приверженность реализации крупнейших региональных проектов: строительства железной дороги Китай, Кыргызстан, Узбекистан и Камбаратинский ГЭС-1. Вопросам приграничного сотрудничества уделено особое внимание. При вашем присутствии подписан договор о государственной границе, протоколы к соглашению о пунктах пропуска и о взаимных поездах граждан. Мы полностью завершили пограничные вопросы, увеличили количество пунктов пропуска с 15 до 30, продлили сроки взаимного пребывания граждан двух государств до 15 дней. Поддержим вопрос учреждения Генерального консульства Кыргызской Республики в городе Андижан. Это те самые важные практические шаги, направленные на создание благоприятных условий для поездок граждан, развития торговли, транзита, логистики, культурно-гуманитарных связей, туризма и устойчивого социально-экономического роста приграничных регионов. Уделили важное внимание развитию наших культурно-гуманитарных связей. Условились продолжить реализацию совместных образовательных, научных и культурных проектов. Констатировали успешное взаимодействие в рамках многостороннего формата. В этой связи выразили искреннюю признательность узбекской стороне за поддержку кандидатуры Кыргызской Республики в Совет Безопасности ООН на 2027 и 2028 годы, а также за последовательную поддержку наших инициатив по устойчивому развитию горных регионов. Значимым итогом визита стало подписание весомого пакета двусторонних документов в сфере сельского хозяйства, социального обеспечения, культуры, туризма, образования. Убежден, что реализация всех достигнутых решений станет прочной основой дальнейшего укрепления двусторонних связей между Кыргызстаном и Узбекистаном. Пригласил уважаемого Шавката Мирамоновича принять участие в торжественной церемонии открытия 6-х Всемирных игр кочевников, предстоящем саммите ШОС в текущем году, а также во 2-м горном саммите Бишкек +25 в 2027 году. В завершение хотел бы выразить удовлетворение итогами сегодняшних встреч. Уважаемый Шавкат Мирамонович, благодарю вас за плодотворные переговоры, личное и созидательное внимание к развитию кыргызско-узбекских отношений и неизменную приверженность дружбе наших народов. Уверен, что итоги нынешнего государственного визита будут служить процветанию Кыргызстана и Узбекистана, укреплению мира, стабильности и взаимного доверия.